Уходим! «1941 год. Западная Белоруссия». Так вот, обстановка здесь не самая простая. Здравствуйте. Меня инструктировали в школе милиции. При убийстве участковых. Здравствуйте. Власть поменялась. Кое-кто в лес подался. На что надеются? Здравствуйте. Здравствуйте. Главный у них Рановский. Из бывших. Шляхта. Да ты проходи, проходи. Обживайся. На самый сложный участок. Вчерашний курсант без опыта. Невеста у меня здешняя. Будущий врач. Врач — это хорошо. Это всегда пригодится. Вот это и есть дело Рановского. Ну, мне пора. Будешь в райотделе, заглядывай. Молод ты больно. Мест этих не знаешь, людей. Но запомни одно. Если не ты их, значит, они тебя. Угу. Бывай. До свидания. Оперуполномоченный лейтенант Куприевич слушает. Так точно. Отбыл еще утром. Как не прибыл? Алло! Алло! Ненадежная эта связь. Чуть что, выйдет из строя и все. Пиши пропало. Словно отрезан от всего мира. Кричи, кричи, не докричишься. Ну. Да спрячьте же вы свой наган. Нехорошо разговаривать с человеком с оружием в руках. А вы, я вижу, человек не местный. Обычаев наших не знаете. Рановский. Точно. А вы не безнадежны. Вы арестованы, гражданин Рановский. И вы все тоже арестованы. Прошу сдать оружие и следовать за мной. Вы ответите за свои преступления. Повторяю, вы арестованы. Попал, надо же. Попал. Поздравляю.
первый день на службе Рановского поймал. Оставьте его. Браво, браво. Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, пан Станислав. Не ждала вас сегодня. На вот. Просуши. Как сын? А паночек уже спит. Но ему лучше, намного лучше. Он на днях на улицу поиграть попросился. И такой веселый был. Ну и слава Богу. Все, вас ждет. Разбудить? Не надо, Анна. А вы к нам надолго? Нет. На рассвете уеду. — 1941 год. Минск. Опять удрал к своим голубям. Мам. Полетай. Давай. Курица горит! О, Господи! Ты, батя, артист. Послушай, Петр, я с тобой о Лёшке поговорить хочу. Так. Письмо он прислал. Ну, по всему, судя, у него там вообще не служба, а малина. Заливает, конечно, Заливает. понимаешь. Ну, а еще он жениться надумал. Дает, а? Петя, я тебя очень прошу, заедь к нему, разберись. При первой же возможности, батя. Ну вот, и сбылась наша мечта. Ты врач и моя жена. А о чем ты мечтаешь? О многом. Нет, самое-самое-самое главное для тебя что? Самое главное для меня. Да. Самое главное для меня Ой, ты. а теперь честно. Честно. Самое важное сейчас — взять Рановского. Кого взять?
Рановского. Ну и, конечно, всю его банду. Понимаешь, для меня это дело чести. Что же это за свадьба такая? Где же сваты мои? Опять ты за свое. Чего тоску нагоняешь? Ты что, за дочь не рада? За молодых! Варька! 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 Красивая свадьба. Жалко, мать с батей не видят. Да тут непростая оперативная обстановка. Непростая обстановка? Ну, выкладывай. Ты понимаешь, банда тут орудует. Я один раз с ними столкнулся случайно. Не готов был, сразу по приезду. А они после этого как в воду канули. Главный у них Рановский из бывших. Да я бы сам эту свадьбу отложил, так родители Надежды уже все приготовили, не отложишь. Понятно. Здравия желаю! Здравия желаю. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться к лейтенанту Купревичу? Обращайтесь. Я за вами, товарищ лейтенант. Как за мной? У меня же свадьба. Война, товарищ лейтенант. Алло! Алло! Минск! Минск! Алло! Нет связи. Приступайте. Товарищ капитан. Лейтенант Купревич, вам задание. Отправляйтесь немедленно с группой Бараташвили под селищами немецкий десант. Врага уничтожить. Есть, товарищ капитан. Товарищ капитан, разрешите обратиться старший лейтенант Купревич. Брат, Брат. очень хорошо. Отправляйтесь вместе, людей не хватает. Товарищ капитан, разрешите связаться с семьей и с Минском? Нет связи, товарищи. Стой, стой. Всем тихо, прекратить разговоры. Рассредоточиться. Не отставать. И растягиваться.
Guten Tag. Добрый день. Grüß Gott. Здравствуйте. Bei wem soll ich mich für die Кому я обязан rechtzeitige своевременной Hilfe помощью? Mein Name ist Ranovski. Рановский. Ein Gutsherr Дворянин. ohne Landgut. Без имения. bedanken? Erich Stolke. Эрих Штольке. Offizier der Wehrmacht. Офицер вермахта. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Как мне вас отблагодарить? Sowjetisches Geld oder Советские etwas Gold? деньги или немного золота? Helfen Sie lieber die... Лучше помогите избавиться от большевиков, Dieser Pest. от этой чумы. Wenn uns auch in anderen Если Orten повсюду нам geholfen будут wird, так so haben помогать, sie keine то им Chance. недолго осталось. Wir müssen weg. Пора уходить. Alle da? Все здесь? Sorgen Sie für Verwundete. Позаботьтесь о раненых. Deutschland braucht Menschen. Германии очень нужны люди, способные подняться над интересами своей расы и личной корысти. Sie bekommen Ihren adligen Namen und Я верну вам ваше имя и ваше имение. Danke. Держись, брат. Потерпи. Еще немного. Потерпи. Тебе что, браток, жить надоело? Давай сюда. Помогите ему! Помогите. Помоги. Давай. Тихонечко. Слышь, лейтенант, давай с нами. Нет, мне назад. Ребят, мне вернуться надо. Давай, помоги. Быстрее. Давай, быстрее. В овчинном полушубке, с ремнями накрест, шапки-ушанки. О, сидит. Татьяна Андреевна, тебе тоже пора уезжать. Да куда? А Петр вернется. И куда мне с двумя детьми? Ну, сама подумай. Муж участковый, ты учительница. Да неужто немцы со мной воевать-то станут? Езжайте. Ну, бывайте. Стой! Руки вверх! Брось оружие! Я свой. Лейтенант милиции Алексей Купревич. Давай вперед! В штабе разберутся, кто ты есть. А вот еще скажи, вот, к примеру, на какой улице у нас в Минске скотиной торгуют? На Сторожовке. Правильно. А вот скажи, где в Минске второе отделение милиции находится? А? На Комаровке. Угадал. А войлочная фабрика, где валенки делают? Там еще татарские огороды находятся. А? Да пошел ты. Вот ты и попался.
А? Раскололся, диверсант? На колхозной. Здорово они, брат, вас там готовят. Опять за свое. А вот еще. Тровишь, что ты тут байки травишь? Там без тебя командир как без рук. Что? Да я тебе говорю. Товарищ комбат, Да. начальник штаба убит. Командир первой роты ранен. Товарищ майор, разрешите обратиться? Обращаюсь. Лейтенант милиции Купревич. С чердака хутора была опущена ракета. Кто-то указал самолетом цель. Не мешало бы проверить. Лейтенант Вороненко, дайте лейтенанту милиции пару человек. Выполняйте. Есть. Товарищ лейтенант, в доме никого нет. Есть кто живой? Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. Бабушка, скажите, а в доме кроме вас кто-нибудь еще есть? Одна я, деточки, совсем одна. Понятно. А может, видели кого? Да нет, я тут совсем одна. А, может, вы-то про солдатика? Ага. Так он ушел. Как бомбить перестали, так сразу и ушел с мотоциклетом. Уехал на мотоцикле. Да нет, сынок. Он его покатил с собой, что-то там не заладилось у него. Бабушка, а во время бомбежки он где был? Даже не знаю, сынок. Он мне сказал сховаться в склеп. Угу. Сказал, что скоро, мол, тут стрелять станут. Так я и сховалась. В какую сторону он ушел, бабушка? А туда, сынок, по дороге. Прямо и направо, через ельничек. Направо, Он да? так быстренько покатил. Все, я понял, спасибо. Вы его еще Спасибо. нагоните. Будьте здоровы, бабушка. Будь здоров, сынок. За мной. Будь здоров. Пуля, 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 пуля. Пуля, 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 пуля. Повторяю, без моей команды ничего не предпринимать. Что? Барахлит машина? Здравия желаю. Здравия желаю. Да кто его знает, что там случилось? Искра в колесо попала. Может, и попало. Ничего, справимся. Разрешите документики посмотреть? Что случилось, лейтенант? Да все в порядке. Обычная проверка. Ну, это дело хозяйское. Вещички позволите осмотреть? Пожалуйста.
От батальона меньше сотни осталось. Минск занят немцами. Связи нет. Где линия фронта, если она, никто не знает. Товарищ майор, я думаю, надо к своим пробиваться. Лесами, болотами можно выйти. Вот что, лейтенант. Берите-ка на себя командование разведвзводом. Разведчики без командира остались. Есть. Старшина Масальский! Товарищ майор, старшина Масальский по вашему приказанию прибыл. Знакомьтесь, старшина. Ваш новый командир. Лейтенант Купревич. Старшина Масальский. Ладно, лейтенант. Приступайте к своим обязанностям. Есть. 1941 год. Зона Можайской линии обороны. Жируют гады. Руки чешутся на этих негодяев. Дай душу отвести, командир. Охрану не выставляют. Тылы не прикрывают. Самоуверенные. Ох, самоуверенные. За мной. Давай. Розбігайте, хлопці, коней! Лягайте спати! Так, разгрузить машины, собрать оружие, живность быстро разнести по домам, ясно? Ясно. Ясно. Все, выполняйте. Ясно. Глянь, командир, а я-то думаю, зачем гусям такая охрана? Вот так подфартило. Да так не везет даже новичкам. Сейфы срочно доставить в штаб. Резонно. — 1942 год. Западная Белоруссия. Bitte, Herr Stolk. Прошу вас, господин Штольке. Das ist mein Familiennest. Вот это и есть мое родовое гнездо, которое отняли у меня большевики. Ваши предки понимали толк в жизни. Мне у вас нравится, господин Рановский. Здесь комфортно. Danke, Herr Stolke. Спасибо, господин Штольке. Bitte sehr. Прошу. О, wunderbar. Великолепно.
Interessieren Sie sich für Schach? Ja, Интересуетесь шахматами? Dann spielen Да. wir. Сразимся? bitte sehr. С удовольствием. Los, Herr Ranowski. Смелее, господин Wissen Sie, warum Ароновский. Sie oft Pech Знаете, почему вам часто не везет? Sie haben Angst zu verlieren. Вы боитесь проиграть. Sie sind nervös. Вы zu нервничаете. nervös. Слишком Das ist нервничаете. Это плохо. schlecht. Die Slawen sind überhaupt Славяне so вообще эмоциональны, Deshalb sind поэтому ihre ваши Ziele цели häufig часто нелепы. Die haben keine wahre В них Größe, нет настоящего величия. keine Größe. А нет Kein величия, нет и государства. Nehmen Sie zum Beispiel. Возьмите, к примеру, моих офицеров. Sie sind ruhig, Как они спокойны, wie ruhig und спокойны и gelassen. выдержаны. Meine Offiziere Мои офицеры sollten für Sie ein могут быть для вас gutes хорошим Vorbild sein. примером. Danke, Herr Stolke. Спасибо, господин Ich Штольке. werde Ihren Rat Я обязательно последую вашему совету. Пан Станислав, Entschuldigung. Прошу меня простить. Bitte, Пожалуйста. Что, Анна? тут к вам пришли. Пан Станислав, заступитесь. Ради Христа, заступитесь. Что случилось? Мужа моего немцы забрали. За что? Почему? Ничего не сказали. Ну так там разберутся. Заступитесь. Ради Христа, заступитесь. Вы же нас знаете. Мы же здесь все свои. И меня знаете, помните? Я с вашей пани, царство ей небесное, старалась. Ребеночка вашего спасала и спасла от него тогда. Доктора отказались, а я спасла. Мы же здесь все свои, вы же мужа моего знаете. Заступитесь ради Христа, попросите, чтобы его отпустили. Если взяли, значит, есть за что. Ступай. Как? Как есть за что? Вы же нас знаете, мы же здесь все свои. Заступитесь ради Бога, Всё. заступитесь. Хватит. Вон отсюда. И больше сюда не приходи. Никогда. Сегодня же заберете мальчика и вернетесь на хутор. Я сам вас буду навещать. Хорошо, пан Станислав. schau mal. Вот видите, Es ist schon besser. уже лучше. «1942 год. Оккупированный Минск». Na komm schon, zeig's mir. Halt mal. Daneben. Siehst du, wie uns macht? Na komm. Nein, wir werden trinken. Что случилось? Немцы. Голубку убили. Держись, Володька. Держись, сынок. Это же не люди, а звери. 1942 год. Вяземская воздушно-десантная операция. Берем этих.
Hey, Günther, was ist los dort? Добрая охотка, сынку. Два языка сразу. Да так не везет даже новичкам. Пошли. Леха, сын! Ах ты! К лесу давай! Что вы временно не можете говорить, я знаю. Но слушать вам врачи не запретили. За добытые вами секретные сведения противника вы представлены к высокой правительственной награде, к ордену Боевого Красного Знамени. Спасибо. Тебе, ребятам твоим спасибо. Браток, ты не представляешь, какое большое дело вы сделали для фронта, для победы. А жизнью ты обязан старшине Масальскому. Он тебя на своих плечах вынес. Товарищ генерал, немцы ударили по позициям соседней дивизии и прорвали оборону. Госпиталь оказался на острие атаки немецких танков. Разрешите срочно эвакуировать раненых? Эвакуируйте. Есть. Немедленно. Держись, браток. Позади машины, быстро! Кто здесь старший? Кто старший? Я старший! Почему не отправляете машины? Пока всех не погрузим, не отправлю! Немедленно отправляйте, танки прорвались! Прекратите истерику! Вот упрямый. Давайте сюда скорее! Осторожнее, осторожнее, не знаю. Осторожненько. Надя. Скорее, скорее! Наденька. Миленький, потерпи немного. Скоро отправлю. Скорее! Это же Леша. Лешенька. — 1943 год. Западная Белоруссия. Eine Bestrafungsoperation. Необходима карательная операция. Ja, Herr Stolke. Да, господин Штольке. Eine Meldung, Herr Major. Die Partisanen Сообщение, haben eine господин Brücke майор. gesprengt. Партизаны взорвали мост, район уже оцеплен. Ich verstehe. Ясно. Und am besten, Будет лучше, wenn Sie sich damit beschäftigen. если карательной акцией займетесь вы. Meine Einheit ist kampfbereit. Die Kammer will gegen den Feind. Мои люди могут и хотят сражаться с Ich противником, weiß nicht, ob sie bereit wäre, die Strafe zu но не знаю, mitzumachen. готовы ли они участвовать в карательных акциях. Lassen Sie es, Ranowski. Оставьте Рановский. Ich weiß alles über Я Sie. все про вас знаю. Sie sind seit langem zu allem bereit. Вы уже давно готовы ко всему. Einverstanden, Herr Major. Согласен, господин майор. Übrigens, Впрочем, мы можем обойтись и без вашего участия. Господин офицер, это же сын
Я вас понимаю. Ich verstehe. Я вас понимаю. Nehmen Sie mein Beileid an. Примите мои соболезнования. Das ist doch ein Krieg. Это война. Und es gibt keinen Krieg ohne Opfer. А война не бывает без жертв. Und manchmal, das ist schwer. Иногда они бывают тяжелы. Sehr schwer. Слишком тяжелы. Unerträglich schwer. Невыносимо тяжелы. Aber für eine Idee. Но ради идеи, Für eine große Idee. ради великой идеи, Für welche Idee? ради какой идеи? Wären Sie ein Deutscher, Если бы вы были немцем, dann hätten Sie keine Zeit. для вас бы не существовало подобной дилеммы. Wir kalte, Холодная russische Winter. русская зима. Но я не немец. Wie bitte? Что вы сказали? Ich bin kein Deutscher. Ну что, готово? Готово, Михалыч. Считай, третья машинка уже к нашим пойдет. Молодец. Смотри только поаккуратнее, дедунь. Тряпочкой прикрой. Хорошо. Мастеровой ты, Володька. Ну, бывай. Купревич, там к тебе пришли. Види. Мишка, тебе чего? Володька, не ходи домой, там немцы с обыском. Твоих родителей арестовали, не ходи домой. Ну все, я пошел. Эй, пацан, ты это, далеко ли путь держишь? Я сын Михаила Куприевича. Он в минской типографии работал. Его и мать вчера немцы арестовали. Его партизаны должны знать. Иван, это, парня к командиру, и это, и обратно давай. Хорошо, я мигом. Значит, ты говоришь Купревич. Татьяна Андреевна, не ваш ли это родственник? Володенька. Володенька, родной мой. 1943 год. Западный фронт. Приготовиться к танковой атаке! Главное не торопиться! Бутылку вверх дном не переворачивать! Еремеев! Мелько убит, принимай взвод. Там танки сейчас пойдут в атаку. Уже пошли. Стрелять по пехоте! Приготовить гранаты и бутылки для танков!
Товарищ военный, а какое у вас звание? Генеральское. А вы что, правда, с передовой? Правда, Ну и правда. как там дела? Хорошо дела, хорошо. А скажите, скоро конец войне? Скоро. Ну что, ехать Возвращайтесь можем? с победой. Непременно. Можем? Заводи. Дяденька, вы на фронт? На фронт, дружок. А меня с собой возьмете? Подрасти малость возьму. Госпиталь, похоже, не успеем. Да нет, в госпиталь я никак не могу не заехать. У меня там товарищ раненый, он мне жизнь спас. Ну, точно не успеем. Да это всего 7 верст. 7 верст, понимаешь? А ты говоришь, не успеем. Поехали. Честно возьму. Бывай. Ура! Ура! Володька, бегом домой! Кому я говорю? Иду я! Слушай, земляк, в палате курить не положено. Давай. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Я хотел бы поговорить. О фронте вам рано думать. А я считаю, что не рано. Поберегите свой запал. Да, доктор, миленькая, уж больно вы того, горячитесь. Во-первых, не миленькая, а военврач. Капитан медицинской службы Василевская. Загасить папиросу. Марш в свою палату. Слухаю. Ясно. Тихо, сынок. Кто тебе разрешил вырываться сюда? Сестричка, ну я прямо с передовой. У меня 1 минута. У нас обход идет. Ну, пожалуйста, мне очень надо. У меня товарищ Сказано раненый. тебе, нельзя. Да мне вот так надо, ну, мамаш, ну. Ну нельзя, родной, нельзя. Ольга Ильинична, ну скажите вы ему. Не положено. Я мигом, мамаш, на минуточку, я быстро. Сказано, не положено. Ну, не положено, значит, не положено. Здорово, братцы! Старшина Масальский здесь? Здесь. Да куда я денусь? Туточки, командир. Там в новых погонах. Лови. Со звездочками. Здорово, Люха. Здорово. Братцы, за ваше здоровье и за нашу победу. Ага. Уйди твою макалку. Да что это такое? Что тут происходит? Мамаша, мы это... Будет тебе мамаша, папаша и Я все тесть понял, тещи. я- Куда? Добрые люди в дверь выходят. А, понял. Ухожу, ухожу, ухожу. Перегрелась? Да не должна. С передовой? С передовой. А потом опять на передовую? На передовую. Ну, будь здоров. И вы.
Ольга Ильинична. Подождите. Подождите. Я сейчас. Вы извините меня, я случайно здесь оказался. Сегодня день рождения моей дочери. Машеньки. Ну вот видите, а у вас глаза мокрые, день-то радостный. Дочка на год старше стала. Сколько ей сегодня исполнилось? 11. Исполнилось бы. А сегодня вот похоронку нам уже получила. Ольга Ильинична, я вас очень хорошо понимаю. Я сам только перед ранением узнал. Мою жену и двоих детей вместе с односельчанами каратели сожгли. Теперь уж точно не успеем. Успеем, жми нога! Товарищ командир! Товарищ командир! На, держи котелок. В таком костяке кашу не сваришь. Надо веток. Что случилось? Пляши, командир! Каша. Дай-ка. Командир, все в порядке? Нашлась. Милый, дорогой мой Лёша, здравствуй. Наконец мне сообщили номер твоей полевой почты. Вот пишу тебе, а сама не верю, что письмо дойдет до тебя. Что ты действительно дотронешься до листков. Будешь держать их в своих руках. Я вас не боюсь. Ну-ка, выходите! Да не собирался я вас пугать. Я искупаться хотел, простите. Ну вы хотя бы отвернитесь. Дайте я оденусь. А потом купайтесь. Ну все. А можно я вас провожу? Вы же купаться хотели. Да я уже передумал. Ну, проводите. Ой. 3 июля 1944 года в результате успешного проведения военно-стратегической операции «Багратион» войсками 1-го, 2-го и 3-го белорусских фронтов освобождена столица Советской Белоруссии, город Минск.
Разрешите идти? Идите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я опять к вам. Вам к капитану Иванову. Сейчас. Давайте я вас провожу. Вам сюда. Добрый день. Здрасте. Я по поводу мужа. Как фамилия? Купревич. Капитан Купревич Петр Михайлович. Купревич. Есть. Да ты пойми, мне человек позарез нужен. И не просто человек, а человек с опытом. Где ж я тебя возьму с опытом? Нет у меня людей. Разрешите? Купревич. Здравия желаю, товарищ полковник. Живой. Так точно. Ах ты мой хороший, рад тебя видеть. Ну что, принимай свою территорию. Работы много. Хозяйство надо поднимать. Там пока у тебя военные работают. Но это ненадолго. Надо налаживать мирную жизнь. Товарищ полковник, за что? Я же боевой офицер, за что вы меня в тыл списываете? Я же здоров, как бык. Ну подожди, не кипятись. Никто тебя не списывает. Работы у нас много, здесь тоже фронт. Бандиты, Леша, обнаглели. Надо навести порядок. Лешенька, нам позарез нужен боевой офицер с опытом. Есть, товарищ полковник. Ну вот и ладненько, вот и замечательно. Давай-ка поступаешь в распоряжение подполковника Васильева. Рад знакомству, капитан. Присаживайся. Знаешь что? Назначаю тебя начальником отдела по борьбе с бандитизмом. И вот твое первое задание. Выявлять всех, кто пособничал немецким оккупантам, кто участвовал в карательных операциях, и привлечь их к ответственности. И поверь мне, служба здесь не менее опасна, чем на фронте. Я правильно говорю, товарищ полковник? Правильно говоришь, Сан Саныч, не легче. Задача ясна? Так точно. Ну вот и хорошо. Когда сможешь выехать, Алексей? Сегодня же. Только дело одно улажу. Ну вот и славненько. Заканчивай дела и на службу. Есть. Разрешите идти, товарищ полковник? Бывай, Сан Саныч. Спасибо тебе, полковник. Береги парня, стоящий. Будь здоров, Алексей. На сквозняке стоит вредно. А я вас как уже дожидался. Сочетание с фронтальной атакой пехоты овладели областным центром Белоруссии городом Барановичи. Доктор, милая, скажите, где я могу найти военврача Надежду Купревич? Вам нужна Надежда Леонтьевна? Очень нужна. Бесконечно нужна. Просто необходима. А вы кто? Я ее муж. Муж. А она отбыла вчера с эшелоном. Как отбыла? Куда отбыла? С войсками на фронт. Война ведь еще не окончена. Сегодня, 8 июля в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Спасибо. Родины салютует доблестным войскам Первого Белорусского фронта. Взяли? Взяли, точно он. Переодет был в форму капитана. Форму с убитого фронтовика снял, гад, на себя напялил. Ждите меня в машине, я поговорю с начальником госпиталя. Есть. Сестрички, где я могу найти начальника госпиталя? Купревич? Ольга Ильинична. Ольга. Ты живой.
Петр. Я искал вас. Да я тоже, ответили, погиб. Да, меня уже вычеркнули из списка живых. Чудом остался жив. Немцы сбили наш самолет, когда я с группой должен был десантироваться для подрывной работы в районе Барановичи. Приземлялись на лес в темноте. 3 моих товарищей погибли, а меня подобрали местные жители. 2 недели отлеживался у них, пока не переправили к партизанам. А тут и наши войска подошли. Теперь командую отрядом по борьбе с бандитизмом. Я больше никуда тебя не отпущу. Слышишь? Никуда. Я не могу без тебя. — 1944 год. Западная Белоруссия. Капитан Купревич слушает. Да. Понял. Выезжаем. Дежурного. Дежурный, капитан Купревич. Оперативную группу на выезд. Здравия желаю, товарищ капитан. Здравствуйте. Сюда. Вот здесь. Непонятно, товарищ капитан. Оружие не взяли. Да и с продуктами порядок. Я по накладным проверил. Ясно. Бандиты бы так не поступили. Они продукты сразу забирают, ну и форму с оружием тоже. У одного из убитых отсутствуют документы и вещмешок с пайком. Что еще? Ничего особенного. Понятно. Ну что, есть что-нибудь? Да нет, ничего новенького. А здесь? И здесь. Надо на местности искать. Давайте прочешем лес и окрестности. Угу. Огневых контактов избегать. Руки вверх!
Встать. При попытке бегства стреляю без предупреждения. Поймите, смерти я не боюсь. Да и что такое смерть? Мгновение в целом бытии человека и ничего более. Жизнь прекращается гораздо раньше. Она прерывается каждый раз, когда теряет смысл. Вы арестованы, гражданин Рановский. Ванюш, осторожно. Петенька, подожди, я посмотрю, когда наш поезд. Только недолго, Оля. Никуда не уходите. Я возьму билеты и сразу к вам вернусь. Юрий, посмотри за Ванюшей. Хорошо, мам, не успокойся. Спасибо. Мама, там наш папа, там папа. Мама, там наш папа, там папа. Что? Там наш папа. Товарищ капитан. Да. Вот тот майор, что нашел свою семью, должен был... Впрочем, неважно. Передайте ему, пожалуйста, вот эту записку. Хорошо, я мигом. Товарищ майор, вам записочка. Спасибо. Родной, как я рада, что из нас двоих хотя бы ты нашел свое счастье. Прощай. Плачет белая береза у заветного окна. Разлучила нас не время, разлучила нас война. Разлучила нас не время, разлучила нас война. Закружила, разбросала, и судьба на всех одна. Время доброе венчала, разлучила нас война. Время доброе венчала, разлучила нас война. Сердце стонет, сердце плачет, там обида, там вина. Все могло бы быть
нас война. Все могло бы быть иначе, разлучила нас война. Но когда-то за победу выпьем горького вина, за любовь и за победу, чтоб быстрей пришла она. За любовь и за победу выпьем горького вина. Плачет белая береза у заветного окна. Разлучила нас не время, разлучила нас война. Разлучила нас не время, разлучила нас война.